Несмотря на непрерывную борьбу, уже десятки лет незаконное хищение канализационных люков не сбавляет обороты. Люковые крышки обычно весят 50 килограмм и больше. Это все же не мешает злоумышленнику присвоить его порой даже в одиночку. Кражи канализационных крышек стали настоящей головной болью для администрации Назрани. Ежегодно крадутся сотни таких крышек, а коммунальные предприятия несут значительные убытки. Действия воров приводят к нарушению работы систем водоснабжения, водоотведения и к аварийным ситуациям. С такими проблемами часто сталкиваются в районе жилого комплекса Юбилейного. Очередная яма без крышки зафиксирована местными властями около 23-го дома по улице Новая. В открытый колодец местные подростки закидывали камни и другой мусор, что привело к неисправности коллектора. Накануне управляющая компания наняла рабочих по его очистке. Чтобы прочистить колодец, им пришлось сначала вытащить эту груду камней. Люк, общности сказать, это люк где-то дней 7-8, до 10 дней вот так. Она стояла без ничего. Факт в том, что мы вытащили, почистили, положили сверху, накрыли чем-нибудь. И опять же мы возвращаемся, и та же самая ситуация была. И уже надоело это все, и вызвали наряд, и рабочих людей специально для этого. Они вытащили эти камни. Сейчас в данный момент он стоит чистый. Установить личность того, кто крадет чугунные люки, еще не удалось. Впрочем, как и тех, кто заполнил канализационный колодец камнями. Зачастую хулиганят в ночное время суток. Сейчас яму временно прикрыли деревянным поддоном. Администрация уже оформила заказ на новый чугунный люк. Сломали, закидали туда камни. Но это целенаправленная диверсия. Ну, не малыши это делают, это какие-то подростки, ребята, да, это уже просто вредительство. То есть мы говорим о краже для того, чтобы заработать, мы говорим о вредительстве, чтобы просто навредить. Поэтому мы сейчас просто сторожим это место, чтобы там какой-то беды не случилось, и уже заказали этот люк там с учетом размеров этого отверстия, с учетом материала. Несколько дней требуется, потому что никто не сидит, не складирует эти люки. Там, по необходимости их делаем заявку, оплачиваем, их привозят. Ну, соответственно, как привезут, мы установим несколько дней. Как скоро получится? Да, я думаю, день-два. Больше всего от тотального воровства чугунных люков страдают дворы, многоэтажек и частный сектор. Шансы уцелеть есть у крышек, которые находятся под взором видеокамер. Но таких в городе очень мало. Судьба украденных люковых крышек известна. Их разбивают и сдают в пункты приема металлолома. При этом дают за них небольшие деньги, тогда как муниципалитеты ежегодно тратят сотни тысяч на восстановление украденных крышек. И пытаемся с этим бороться, конечно, пытаемся. И проверки проводим, и рейды проводим, вплоть до того, что навещаем с инспекторами, с участковыми уполномоченными пункты приема цветного металла, проводим там проверку. Но либо же они действительно ни при чем, либо есть какие-то другие варианты, чтобы скрыть приемку этих люков. То есть мы не находили сворованные люки. Тут можно рассуждать много, но с поличным не ловили, к сожалению. Желание воров поживиться за счет куска металла нередко приводило к летальным исходам. На окраинах города еще маловероятно, что кто-то провалится в зияющие дыры. Ну а в людных местах канализационный колодец без крышки представляет серьезную опасность. В первую очередь для детей и пожилых, которые могут не заметить ее отсутствие. Истории с несчастными случаями сотни каждый год. Также угрозу коммунальные ловушки представляют для автомобилистов. Doğuz vaxt çapqışı xəyə tax nis lut qamaq tigəcəz lük jwatş taxçı tikat və şılış deş və şılış berişdə noq çi wujur xərin bu Hayn beyin bahtın julaç qış bonaq. Beyin bahtın ulaş. Beriş dençin çexi hamaş toşış təxt usluz lelş.
Жалобы на открытые люки в местную администрацию поступают регулярно. Таких случаев 2-3 только за неделю. Там, где нет большой нагрузки, вместо украденных чугунных люков часто монтируют пластиковые. Но они недолговечные, не везде выдерживают и бетонные. К борьбе с горем люковым призывают присоединиться и жителей города. Просят сообщать о случаях хищения крышек канализационных колодцев и звонить по телефону единой диспетчерской службы муниципального образования 112. Хотелось бы, чтобы в первую очередь жители, проживающие на этих территориях, где есть эти люки, чтобы они острее реагировали на ситуацию. Увидели, что происходит какая-то нехорошая история, и вмешались бы. Зачастую становится достаточно того, чтобы окликнуть, сказать человеку, что ты делаешь. Если же речь идет именно о тех воришках, которые профессионально занимаются этим, то раньше в Магасе, кажется, была ситуация, ловили ребят на машине, которые вырезали днище у машины, и через это днище на магнитах, на крючках поднимали, утаскивали, вылакивали эти люки. То есть, тут системная работа, она проводится, но, к сожалению, малоэффективная, потому что здесь в большей степени нужно и участие гражданского населения. И я считаю, что органы правопорядка должны все-таки плотнее работать. Аппетиты воров металла в последние годы достигают угрожающих масштабов. В целом крадут все, где есть хоть малая доля меди. Канализационные люки, решетки ливневок, лифтовые катушки, медные кабели. Действия злоумышленников подпадают под уголовную ответственность. В статье 158 УК РФ воришкам грозит лишение свободы сроком в зависимости от размера причиненного ущерба. А вот строгого запрета на прием металлолома в законодательстве нет. Приемщики зачастую отделываются небольшим штрафом. Диана Дударова, Ахмед Горданов. Новости 24.